Добрый день! В прямом эфире телеканала «Юрган» программа «Рабочий полдень», в студии Екатерина Борш. В канун нового 2018 года в Национальной галерее Республики Коми открылась выставка из собрания музея «Сказка, ложь, давний намек». Ведущие художники России и нашей республики представят в книжной и станковой графике лучшие образцы обращения к фольклорному материалу народов мира. У посетителей выставки будет уникальная возможность окунуться в сказку. Специально для маленьких посетителей сотрудники Национальной галереи подготовили увлекательное путешествие по сказкам мира вместе с мудрым хранителем сказок и занимательные новогодние мастер-классы. Выставка продолжит свою работу на протяжении всего месяца. Приходите. Фольклорно-песенному ансамблю «Коми песни» «Джоридж» исполняется 10 лет. Ансамбль создан членами Коми-землячества в Санкт-Петербурге. Свою первую песню коллектив исполнил в 2007 году на новогоднем собрании Коми-землячества в городе на Неве. И уже десятилетия артисты ансамбля щедро делятся с жителями северной столицы теплыми чувствами к республике. В репертуаре коллектива песни на коми-языке. И коллектив передает всем жителям республики пламенный привет. Уже завтра в спортивном центре «Стратег Атлетикс» пройдет масштабное спортивное мероприятие, в котором может принять участие любой желающий. Любители спорта целый час будут выполнять знакомые многим движения – становую тягу. Можно побороться и стать победителем в личном зачете, подняв за час максимальный тоннаж, а можно просто активно провести время в компании любителей спорта. Самое главное, что на мероприятии будет организован сбор средств на подарки к Новому году деткам социально-реабилитационного центра в Верхнем Чове. Присоединяйтесь. И наверняка многие из вас сейчас озабочены поиском подарков для родных и близких. А один из вариантов в нашем сюжете. В преддверии Нового года мы все думаем о переменах в лучшую сторону. Хотим измениться сами, поменять мебель или сделать ремонт. Но все это дело хлопотное и дорогостоящее. А ведь поменять образ вашего дома можно и за меньшие деньги. Потускневший или просто надоевший диван преобразится благодаря еврочехлу. Вот так, буквально 5 минут, и у нас уже новый диван. Еврочехлы идеально садятся практически на все виды мебели. Угловые, 2-3-местные диваны, кресла, автокресла, стулья и даже пуфы. Все это благодаря уникальной технологии биоэластика. Материал отлично держит форму и быстро ее восстанавливает при растягивании. А значит, еврочехол будет идеально облегать мебель. Мебель внутри может быть из любого материала. Как подсказали, если это кожа, то нужно будет обязательно фиксаторы, потому что он будет сползать. Можно не стесняться и прям уж хорошенько запихивать, ничего не порвать. Такую ткань порвать практически невозможно. Еврочехлы отлично стираются в обычной стиральной машине и не требуют глажки. Итальянское производство гарантирует качественное использование до 7 лет. Разнообразие текстур и расцветок любого размера и на любую мебель. А перед Новым годом можно получить еще и хорошую скидку. Еврочехлы настолько практичны, удобны и разнообразны, что подойдут и для офисных интерьеров.
Народный самодеятельный коллектив, ансамбль народной песни «Ла-ла-лэм» сегодня в гостях нашей студии. Девушки, предлагаю части из вас присесть, чтобы не устать, потому что, я надеюсь, мы еще ваше творчество сегодня устроим. И двух представителей забираю с собой. Пойдемте, приглашаю на наши диваны. Рассказывайте про наш коллектив. Для начала, конечно же, я представлю. Руководитель ансамбля Лариса Якунина. Добрый день. Добрый день. И участница коллектива Светлана Илаюрова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, почему такое название, да? Когда вы образовались? Образовались мы в 2009 году. Тогда был как раз год, посвященный коми-языку. И у нас такая проблема случилась в Доме культуры села Зеленец, что нету молодых коллективов, которые бы пели на коми-языке. Да, и вот у меня такая была задумка, создала ансамбль, но я думала, что это как бы временно будет что-то, но нас это так затянуло, и вот до сих пор мы поем, и вот в 2015 году мы заслужили звание «Народный коллектив», да, и теперь вот радуем нашего любимого зрителя. Название переводится или это придумано? Название переводится. Да. Мы его искали. Нашли красивое звучное название «Лолалэм». Вот вы опять неправильно назвали, да? Нас «Ла-ла-ленд» почти да, и эту версию я слышала. Нас как только не называли, поэтому мы привыкли. «Лолалем» у нас было, «Лолалем», и всяко разно называли «Лолалэм». Правильно? И переводится оно как «дыхание». Вот такое красивое название. Ну, явно у вас дыхание коллектива прям вот такое общее, потому что ну, вот наши телезрители сейчас в течение вот 40 минут почувствуют всю энергетику вашу, а я чувствую это уже чуть больше часа, ведь это на самом деле, у меня мурашки, у меня уже вот здесь мышцы болят, потому что я постоянно улыбаюсь. Вы такие прям зажигательные. Кстати, это все замечают, да, потому что у нас действительно коллектив молодой очень, и они все такие сразу очень хохотушки. Да, потому что, ну, не хочется сказать слово «шумные», но вас вот прям слышно в хорошем смысле. Ну, мы любим друг с другом и общаться, и проводить свободное время, не только время репетиций. Очень любим ездить вместе на гастроли, какие-то фестивали. Нам всегда друг с другом очень удобно, интересно. Мы любим друг друга. Вот так. А сколько вас, вот, если полный состав? Общий состав у нас 14 человек. Но так как коллектив молодой, периодически уходит кто-нибудь декретный отпуск. И вот пока наш коллектив с 2009-го, за это время у нас народилось 6 деток, и мы ждем вскоре уже 7-го. Да. Так что вот так. Как подбираете, потому что это, наверное, постоянный процесс, репертуар? Это песни. все руководитель. Да. Это все руководитель. Сложно? Ну, бывает сложно, но подбираем, обращаемся к источникам, к записям старым. Чистолева записи есть пока и в книжном, и есть в аудио, можно послушать в библиотеке нашей главной. Ну, конечно, приходится делать какие-то обработки, потому что, да, самой что-то обрабатывать, какие-то записи. Естественно, наш репертуар состоит не только из коми-песен, есть и русский, но мы стараемся, потому как мы созданы для того, чтобы петь коми-песни, мы стараемся петь коми. И когда мы куда-то выезжаем из Республики Коми, обязательно поем наш местный репертуар. Это очень ценится. Вообще, Лариса Александровна, несмотря на то, что она кировчанка сама, ну, то есть с Кировской области, да, да, она очень ратует за коми-язык. Да, я очень люблю язык. Поэтому она очень любит, и у нас есть уже последователи, у нас лопаточки, младшие ансамбли, да. В них 45 человек в этом ансамбле, большом, фольклорный ансамбль. Это тоже все зеленецкие? Да, это все детки от 2 лет до 12. Часто приходится вот встречаться, репетировать? С детками? С детками-то, наверное, это немножко другой процесс, а вот нам, да, мы занимаемся 2 раза в неделю, это основные репетиции, и чаще всего бывает 3 раза в неделю, там какие-то генеральные подготовки к чему-то, все время или выступление, или конкурс, ну, вот так. А гастрольная прям жизнь уже прям совсем насыщенная? Ну да, вот в этом году... Ну, нас в Коми приглашают не так часто, мы чаще как бы за пределы. Мы просто любим, видимо, ездить, да. И куда ездили? Не жалеем как бы и финансов. И спасибо нашему управлению культуры Сыктывдинского района, что оно нас поддерживает, помогает. Но мы, если даже у нас не получается помочь нам управлению или нашей администрации сельского поселения Зеленец, они тоже нам помогают выезжать, то мы за свой счет ездим с удовольствием. Вот если в общем сказать, куда мы ездили, началась наша гастрольная деятельность с Кирова
Кемерово, ближний, да. И Это сразу был первый же наш конкурс? первый конкурс, и сразу с которым привезли 2-е место. И вот дальше покатилось. Усыльма, Воронеж, туда мы на казачье братство, казачьи песни пели. В Усыльме там Лесе песня над Печорой, там русские, конечно, песни пели. Дальше Волгоград. Как зрители тоже реагируют? Первые места казалось бы, занимаем, да. Коми песня, может быть, очень не близка. очень нравится, что она такая мелодичная. Мы вам сегодня спели удорские частушки под язык, они такие веселые, легкие, но чаще всего так у нас вот в репертуаре сложилось, что наши песни Коми мы поем мелодичные, лирические, да, очень они такие мягкие, и язык сам по себе очень такой мягкий, Коми, и очень нравится это зрителю, российскому зрителю. А потом мы поем акапельно, как правило, это акапельные песни, и люди, наверное, так соскучились по тишине, вот, да, и им очень нравится, что вот этот звук идет откуда-то, и вот он очень сильно на душу действует. Поэтому акапельные песни, они вот как раз-таки проникают в самую глубину, наверное. Но все-таки девчоночки, которые пришли, вот все с самого начала сейчас приходят, они изначально талантливые или это вы вот настолько их обучаете, и вот такие звонкие, красивые глаза? Лариса Александровна. Глаза. Мы когда первый раз пришли, вот вообще вот на первый концерт Коми, мы эти песни учили, наверное, месяца 2, наверное, точно. И то, конечно же, на первом концерте мы ложали по полной программе. Если бы не Лариса Александровна не вытягивала, мы бы там, я не знаю. Ну, в общем, это, конечно же, это сейчас мы можем выучить песню там за неделю, за 2-3 раза и выпустить, если со словами, и сразу надо записаться. А так, конечно, уже девочки настолько уже подрихтованные, Лариса Александровна, что нам сразу очень схватывают. помогает да. то, что мы поем акапельно. Это было вначале необходимость, потому что у нас не было концертмейстера. А потом оказалось, что это наш плюс большой. Когда мы начали выезжать в конкурсы и поняли, что мы легко поем акапельно, а обычно на конкурс в правило одна песня должна быть акапельная, а мы поем обе, и для нас это легко, потому что мы в этом постоянно поем вот так. И это стало лицом нашего коллектива, и мы не чураемся того, что мы поем акапельно. Не всегда, конечно, нас приглашают из-за того, что звучит акапельная музыка на какие-то большие концерты, потому что не всегда это входит в формат крупных концертов. Но мы не хотим менять наше лицо, пусть мы вот такие останемся. Да. Любимая часть жизни вашего коллектива — это все-таки что? Это песни, это концерты, это гастроли? Или, может быть, все-таки то общение, которое вы получаете между всем этим? Наверное, все вместе. Все вместе. Всё Общение, вместе, потому что это все разное. Одно из главных пунктов — это, конечно, общение. Не было бы общения, нам бы не хотелось вместе репетировать, куда-то ездить, общаться. Ну вот это, наверное, самое главное, потому что за столько лет мы очень притерлись. Мы стали как семья. Дыхание, мы дышим одной песней, как я все время говорю, что мы вместе дышим. Если даже на репетициях, допустим, не получается чай попить или еще что-то, мы даже скучаем, и потом начинается вот гастрольные поездки, и вот это вот не замолкает, постоянно, То есть, я так понимаю, вашим коллегам сейчас очень сложно там сидеть молча ждать. Я даже не представляю, как они это делают. Ой, я даже не представляю, как они это делают, потому что это невозможно. Нам все время, ну не все время, но иногда даже делают замечания. Девочки, тише. Потому что, особенно, когда мы были в Усыльме, там очень, да, очень спокойные люди. Нам очень там понравилось. Но нам очень сложно было сдерживаться. Потому что у нас же это кипит чуть что сразу. Да, у нас так получилось, что в коллективе один человек только владеет коми-языком, да, Любовь Геннадьевна Сидорова. Остальные девочки русскоговорящие, кто-то коми, но в основном мы с разных городов России, получается, или с республики Коми, да, вот съехались как бы в один коллектив, соединились. Я вятская сама, да, корнями вятская. Ну вот я, допустим, Сударского района, вот. Но я настолько давно уже уехала оттуда, и как бы мы еще в Беларуси были, ну, в общем, так сложилось, что я понимаю коми-язык, но говорить на нем уже не говорю. Жалко, но песни поем. Светлана, сейчас вам будет вопрос. Вот сколько я видела руководителей коллективов, чаще всего это очень, достаточно жесткие люди, потому что коллектив нужно держать. Так ведь нужно, чтобы вот не расхихикивались, вовремя приходили, все делали. Вот ваш руководитель, какая она? Я скажу так, и кнут, и пряник. Потому что она, может сказать, и жестко, но потом пройдется так, и уже нормально.
есть Поэтому, приходится да, на них да. ругаться все-таки, да? Но нет, иногда бывает, что нужно жестко. Вы же видите, мы же все время же ха-ха, хи-хи, ха-ха, хи-хи. Аж забрать иногда. Это закрыть всех. У нее, слава богу, это получается и то, и другое. Поэтому, ну, как правило, это такой же смешливый, как и мы, и, в принципе, тоже иногда даже не руководитель. Так, все, слилась, когда надо, так раз взяла. Но вам самой сложно на них ругаться, жестко с ними Ну, себя вести? ну, конечно, но я это редко применяю. Да, как бы я чувствую пока с ними уже наравне, потому что они довольно-таки профессионалы стали уже. Я уже их чувствую наравне с ними, даже советуюсь. Поэтому... А вот те самые малыши, про которые вы говорили, у вас есть какие-то совместные? Конечно, Есть, конечно. Мы проводим вечерки, мы проводим посиделки совместные. Да, концерты, Приезжайте. выступаем вместе. Поэтому, да, у нас очень интересные Малыши мероприятия такими проходят. же хохотунишками и Такие же шебутными? шумные. Ну, с малышами, с детьми я уже, конечно, построже, я уж тут действительно руководитель. Ну, с маленькими-то нет, конечно, там ля-ля-ля. Ну, Туси-пуси. целых Есть у нас 45 совсем человек. маленькие есть, Да. двухлетки. Ну, у нас 4 группы возрастные, 2 группы веду я, 2 группы ведет участница моего коллектива, хормейстер моего Дома культуры с Зеленца Наталья Минаева. Вот мы вот так поделились. Успеваем, получается. Детки очень талантливые. Тоже ездим по всей России уже с детьми, да. И уже тоже занимаем занимают первые места. Вот. Мы даже иногда думаем, так, первое место привезли, нам ехать, теперь даже и второе-то привезти. Ну как так-то? Они же, как, в грязь лицом никак нельзя ударить, поэтому уже они нас подстегивают. Они очень талантливые. Так что смена есть. Да. Если что, смена есть. У вас сейчас было любопытное приключение, вы ездили в На Москву. капитал. Да, расскажите об В этом. Москву мы ездили, вообще было очень неожиданно попасть туда, я сама немножко, мы даже туда, когда приехали, они мне так толком не смогли разъяснить, как мы туда попали. Просто поступил звонок, и нас после фестиваля «Заваленка», который проходит в нашем районе, в Ильгарте, на котором мы стабильно занимаем первые места или второе, но никак до гран-при нам шага не хватает. Но, видимо, все равно хотят обычно гран-при, если выступают, гран-при получают, то они не участвуют там потом сколько-то лет, да. Поэтому, видимо, нам хотят оставить шаг, чтобы мы все-таки еще участвовали. После «Заваленки» нам позвонили режиссер с Москвы, с «Поля чудес», и пригласила поучаствовать как профессиональный коллектив. То есть тут уже не от участников «Поля чудес» шла ниточка, а от коллектива. Мы, говорит, приглашаем иногда профессиональные коллективы, чтобы украсить передачу. Это потом мне уже разъяснили. Вы же наверняка украсили. Но мы старались. И вот вы представляете, я говорю, мы выслали весь наш репертуар музыкальный, какой у нас есть. Мы же акапельно поем. Не подходит. Именно капельно не формат не подходит, тот, формат да. не тот. Что же делать? Бегом под минус, нашли какой-то минус, быстренько выучили песни за один день, за один вечер. Мы выучили трехголосие, выучили, записались, отправили, да, добро, все. Мы с этой песней поехали. В общем-то, как бы поехали. Это, слава богу, что профессиональный немножко коллектив. не мы, потому что, во-первых, под минус, во-вторых, ну, нас просили картинку, мы еще там танцуем. Танцуем красиво, да. Нам поставил наш хореограф, у нас новый хореограф в Доме культуры, поставил нам танец. Ну, теперь эту песню будете в свой репертуар Конечно, забирать? конечно, да, Хорошо. будем, да. Но песня знаменитая, Мария Моль. Но вот она, вот им нужна была динамика, чтобы с первых тактов хлопал Чтобы зритель, чтобы аплодировал, Леонид да. Аркадьевич веселился сразу, говорит, под вашу песню. Вот такая нужна была. А комик-то у нас же песни более такие спокойные, мы же люди тут северные, немножечко такие. Сколько всего песен у вас? В репертуаре? Да. Ой, очень много, я не считала. Ну, около 50, это, наверное, 60, наверное, 50-60. Может, даже больше. Прям ваши индивидуальные концерты проходят? А, конечно, да. Мы выезжаем и с гастрольными, и с концертами. Да, А как конечно. отбираете? Вот из 50, это ж нужно... Нет, ну, всего конечно, ничего, надо что-то выбрать, новое чтобы- учишь, естественно, новое всегда привносишь. Есть, конечно, Да. нелюбимые. Что-то, как когда бывает какая-то тематика у концерта, мы вытаскиваем старое, что-то вспоминаем старое. Есть любимые номера, которые, да, мы отказаться от них не можем. У вас А очень... потом у нас концерты проходят как вечерки, то есть только на сцене. И вот из одной песни в другую перетекает, и, как правило... вот таким Живое образом, пение, да, живое никакой пение, там да. фонограммы не звучит. Вы, кстати, Вот, разбираете да. потом, работа над ошибками какая-то есть? Вот ты вот так сделала, ты У не меня-то то вот тут сделала. все работа над ошибками идет, да, да, конечно. Нет, впечатление мы от концерта всегда все хорошо. Для себя я работу над ошибками провожу, а потом в дальнейшем это, конечно, в работе что-то исправляю. Не делаю так, чтобы мы вышли, ох, ты там вот это, а ты тут. Все хорошо. Расскажите о своих прекрасных костюмах.
Это наша гордость. Это наша гордость, мы ими очень гордимся. Да, нам, правда, говорят, что не коми, это костюмы. Я могу поспорить, потому что это русский северный костюм крестьянский. Да, вот женщины крестьянские в нем ходили до начала 19 века. Косоклиный сарафан, у Светланы прямой сарафан, вот со складочками, у меня косоклиный. Прямые попозже стали шить, на них ткани больше. На этом экономили, раньше приходилось экономить, потому что ткали станки очень узенькие, ткань-то ткалась, очень долго, зимы долгие. Вот. Шили мы их год назад. Купили ткань, сделали набойку красками. Это тоже набойка крупная, но для того, чтобы это был сценический костюм, чтобы было видно со сцены, поэтому набойка, естественно, крупнее. Вот. Все отделано, вот красные полоски тут, красные полоски здесь, на воротах вышивка, на рубахах красная. Это все оберег от нечистой силы. Еще под мышками тоже. Да, это обязательно. Рубахи каждая участница вышила тоже сама, вышивка. Помимо того, что научились хорошо петь, еще и мало того, что полностью вышивать, шито руками, ничего, ни одного шва на машинке не сделано. Сколько времени вы на это? Очень долго. То есть у нас собирался кружок умелой ручки, мы сидели долго. Вот, вы нашли просто повод еще пообщаться, да, я поняла. Мы репетировали и заодно. Да. И еще... Вот эти пояса. У нас есть девочка. Одна умелица в ансамбле, которая научилась ткать, Наталья Иранова. И всем соткала. Мало того, что нам соткала, так всем деткам почти, человек 30, наверное, точно сотканы тоже пояса настоящие. Умницы, красавицы, со звонкими голосами. О, да! Просто вообще. Сейчас для наших телезрителей из нашей рубрики «Советует специалист» узнаем о преимуществах сотовой связи компании Ростелеком. Здравствуйте! Если у вас уже есть мобильная связь от компании Ростелеком, вы имеете очень много разных преимуществ. О них я вам сейчас расскажу. С нашей сим-карты вы можете совершать звонки на все стационарные и мобильные телефоны Ростелекома абсолютно бесплатно. И неважно, где находится ваш собеседник – во Владивостоке, Калининграде или в Карткеросе. Главное, что это в пределах России и сети Ростелеком. При этом со стационарного телефона на вашу сим-карту звонок тоже будет бесплатным. Например, вот так выглядит наша сим-карта. Не так давно я вернулась из города Сочи со Всемирного фестиваля молодежи и студентов. И пока я там находилась, каждый вечер моя мама набирала меня с домашнего телефона. Узнать новости, как говорится, из первых уст. И для нее, и для меня это было бесплатно. Следующее преимущество. Имея эту сим-карту, вы получаете до 50% скидки на предоставление абонентской линии для вашего домашнего телефона. Это главное. А также, кроме того, что вы получаете бесплатное общение внутри сети и качественные и надежные услуги от единого оператора связи, вы можете воспользоваться безлимитным трафиком на социальные сети и мессенджеры, круглосуточной и технической информационной поддержкой, единым личным кабинетом для всех услуг компании, возможностью заказа бесплатной доставки карты до квартиры или вашего офиса. Если по окончании месяца вы не использовали из пакета положенные вам минуты, гигабайты, СМС, остаток переносится на следующий месяц. Итак, вы приняли решение стать абонентом мобильной связи Ростелекома, но не хотите расставаться со своим старым номером. Не проблема. При переходе на сеть Ростелеком сохранение номера бесплатно. Обращайтесь. Тарифных планов много. И один из последних называется «На всех», когда к одной сим-карте можно привязать до 3 карт членов вашей семьи. Это позволяет контролировать расходы семьи, экономить время, планировать бюджет. Если вы заинтересовались, заходите на наш сайт www.rt.ru. Звоните по телефону 8 800 1000 800 или на мой номер телефона 89 58 58 58
998. Ну а сейчас прервемся на небольшую рекламу. Через пару минут продолжим разговор. Не переключайтесь. Рабочий полдень вновь с вами. И сегодня наш эфир посвящен феерическому коллективу, народному, самодеятельному коллективу ансамбля народной песни «Лолалем». Большая часть, да, сейчас вы видите на экранах, но вот с нами разговаривают представители коллектива, это руководитель ансамбля Лариса Якунина и участница коллектива Светлана Лыюрова. А такой вот любопытный момент я попыталась вкратце задать, но все-таки ответ не успела получить. Отбор-то какой-то есть, вот такие чистые, красивые голоса, они же просто вот на дороге-то не валяются. Как? Все приходили и все попадали и развились все-таки? Или... Вначале просто я приглашала. Вот когда мы задумали создать коллектив, я приглашала, знала, что кто-то в коллективе у себя поет, кого-то слышала где-то, кто-то в эстраде пел. И вот так пригласила, вроде согласились вначале, ну так, думали, на время. Ага. Ну а потом, вот видите, остались. А сейчас уже приходят сами. Приходят сами и просятся, да, в наш коллектив. Я, в принципе, приходят, в принципе, всегда какие-то способные девочки, поэтому и остаются. Таких вот как бы со стороны совсем людей нету. Чтобы у вас все-таки уже сплоченный коллектив. Как насчет, там, не знаю, дедовщины какой-нибудь для новеньких? Конечно, есть. Посвящение какое-нибудь. Бабовщина у нас. Да нет. У нас все очень гостеприимные. Посвящение обязательно есть. Чай с конфетами, как после первого концерта новенький выставляется. Ну как думаете, может ли человек, который хорошо поет и который много поет, быть злым? Ну вот есть у вас злые люди в коллективе? Или нас судьба отвела, слава богу. Нет у нас таких людей. Я же говорю, что нас всегда отмечают вот это, то, что вроде как... Сейчас вот мы опять же в Москве были, и там сказали про нас, что вроде коллектив-то девчачий, а что-то больно вы дружные. Нету никаких ни склок, ничего. Потому что у нас все в шутку превращается. Даже если мы как-то закусимся, как-то все в шутку. Все это. И это принципиальное решение мальчиков не звать? Мальчиков нет. Нет, почему? У нас есть, я недавно создала коллектив «Земляки» мужской, у нас отдельный, кстати, их тоже пригласили на участие в «Поле чудес», они выиграли по парториной дорожке по очереди, да? Нам там сказали, к сожалению, так часто с одного региона приглашать не можем, тут с одного села. Да. Ну так получилось, но они, наверное, осенью, мы их будем готовить к осени, они осенью поют. Там тоже молодые люди поют народные песни. Мы, кстати, не проанонсировали, когда можно посмотреть-то вас. 26 января смотрите в эфире Первого канала «Капитал-шоу» «Поле чудес» с участием нашего коллектива, где наша участница победила. Сейчас бы телезрители посидели у экранов, болели бы, а тут расслабиться будут, знать, что выиграли. Пусть никто не болеет, пусть все будут здоровы. Тоже крайне важный момент. Как семьи-то относятся? Если это требует много времени, вам приходится ездить, еще и иногда на это тратить деньги. Вот есть ли поддержка или вот со скрипом как-то? Конечно, если бы не было поддержки, мы бы, наверное, не смогли так выезжать, быть так дружны. Все зависит от нашего тыла, от нашей поддержки. Очень часто семьи, наши мужья, наши мужчины нас возят на своих машинах. В Волгоград мы ездили своим ходом, на своих машинах. Вереницей целой, да? Да, вот так. Они нас очень поддерживают в этом, им очень тоже нравится. Когда единожды они хоть попадут, хоть на один гастроль наш, все. Они после этого уже... Они влюбляются в это, им это очень нравится. Они понимают, что мы ездим не развлекаться, мы ездим работать. И это очень азартно, очень интересно. И, конечно, когда мы ездим на гастроли, мы узнаем новые города, что-то интересное, мы всегда что-то посещаем. Вот сейчас в Москву мы съездили тоже не просто так. Мы целый день потратили на то, чтобы сходить в Третьяковскую галерею, сходить в усадьбу Кускова, сходить на Красную площадь, сходить в новый парк Зарядье, где постоять на прекрасном мосту над Москвой-рекой парящим. И несмотря на то, что мы вернулись все без ног, мы утром были красивые. На поле чудес. На поле чудес, потому что съемки были утренние. Вот. А костюм, вот, кстати, это сейчас один и на всю жизнь коллектива, или будете потихонечку? Нет, у нас есть первые костюмы, сценические я называю. Их нам сшили в Воронеже.
они такие больше на казачьи похожи, поэтому, когда мы поем русские песни казачьи, мы их одеваем. А это уже, я считаю, фольклорные. Конечно, это реплика, как бы под фольклорный коллектив, под фольклорный костюм сшито. Мы фольклорные песни, вот наши акапельные, мы поем в них. Мы очень их любим, они нам придают удачи, уверенности. Видимо, мы вложили душу в них, поэтому они нам помогают. Ну, вот моя работа предполагает говорение, но песню надо все-таки петь. Поэтому я попрошу вас еще одну песню для нас исполнить. Пока вы выстраиваетесь, я хочу попрощаться с нашими телезрителями, потому что впереди выходные, целых 2 дня мы не увидимся. Будьте здоровы, до встречи в понедельник. А вас я благодарю за тот заряд, который, я надеюсь, не только мне был дан, но и всей нашей республике. Ох уж ты, зимушка же, да зима, да ты холодная была, ох, и дали, оли, да ты холодная была, ох, и дали, оли, да ты холодная была. Ох, ты холодная да была, да день курила, ночь мела, ох, и дали, оли, да день курила, ночь мела, ох, и дали, оли, да день курила, ночь мела. Ох, день курила, ночи дымила, да все дорожки замела, ох, и дали, ой, да все дорожки замела, ох, и дали, ой, да все дорожки замела. Ох, все дорожки, да все пути, да нигде милому пройти.